Время новостей в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях этого дня. Подготовить будущих защитников Родины к выполнению боевых задач. Давайте трудитесь. Глава региона проверил, как проходит курс молодого бойца юноши из рода Кадыровых. Проблемы физической культуры и современные методы реабилитации спортсменов. Здесь созданы все условия для того, чтобы спортсмены республики могли пройти и диспансерный осмотр, и углубленный осмотр. Специалисты страны в области спортивной медицины оценили чеченские медучреждения. Найти работу, не выходя из дома. После учебы я пришел в центр занятости, и я нашел одну работу в Грозном. Общероссийская база вакансий предлагает рабочие места соискателям. Танцы народов мира на чеченской сцене. Мы, и днем, и ночью работаем, максимально выкладываемся. Грозный готовится к 8-му международному фестивалю сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева. Пятница – благословенный день недели. Тысячи верующих собираются в мечетях, чтобы совершить совместное богослужение и исполнить свой религиозный долг. Все мирские дела отходят на второй план до окончания Рузба-намаза. Пятничную молитву совершил и Рамзан Кадыров. В окружении своих соратников и известных алимов глава республики прибыл в мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Богослов Магомед Саралиев в своей проповеди напомнил собравшимся о жизни и убийстве внуков пророка, да благословит его Аллах и приветствует Хусейна и Хасана. جبرائيل ملائكة دادي أنا شقاء بيخنق حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة حسن حسين يلسمان شو حبوش بول كيجيش نيخة شئيل وحون الله جبرائيل ملائكة شقاء بيخن خلشة شا سمو دال موخر وقت يلسنا صلى الله عليه وسلم يلشان أصحاب جديد فيما صلى الله عليه وسلم لامزح لاتشولش حسن حسين مجدك تشوي للحون يل صلى الله عليه وسلم سجودي وهنا ولش سن بوطي واللوش ورحون حسن حسين سوش النوق اللوت سيا إشي لزوا إشي واحد زواجوا مليش حالت أرحم بيما صلى الله عليه وسلم إشي مرأولي لامزح لاتشا ولشها إشي مليش لات وحاولش إشي لزوا غاش أقول بيما صلى الله عليه وسلم دقوا شكانت ورحون إشي سعدين عبا ابن مسعود ديال رئيس خيلتون اتو بلشتي حسن خاوين سيحة بلشتي حسين خاوين يلش ورحون صلى الله عليه وسلم إشي حيش ثانية برتيوقش وكن برتيوقش يلشن أصحاب شخيتير يا رسول الله مجو دقويز حون هرشي قال والله ويزق إلى البيهمة صلى الله عليه وسلم شا دقويز خلوة سجن دقويز الموير شيء شا دق سويش خلوة سجن هرشي ويزر موهت إلى رتوه سعدينا عمين برتيحي خم بيشلحش والش بيهمة صلى الله عليه وسلم حسن حسين ميجدك شو حشوي لرحون كل تيا يولش شيء كواتشو أنا شوي لربا حسن حسين سوشنت إيالش الكواتشا ميلا يخ يولش إشي حشوش خينا كوك تسلوش لحتقي ترحون إشي باخ إيالشان قوش خلا يمين برتيح لحتشوش إشي حشوش جنب حولوش تاكوك باخش كوك باخش كوك تسلوش لحتقي تربا باخ حسن لحتقيج حسين لحتقيج يسورت حقوش والبايهم صلى الله عليه وسلم عياد سوال من برتي وحاوشن شي حيخم ستابين إشي حلمرا يولين إشي كرحوا شي من برتي حلوة لرحم بايهم صلى الله عليه وسلم هرشي لحتو يحتوش تلا لرشيك بقول الله ديل دوش تان شيء تاع بقلر حقوش ما ديلي إنما أموالكم وأولادكم فتنة بقول شو دوزل شو داحني سو الله دالا شو زيش شو دل شو باش دل إديل دوشة تان شيء تاع بقلر حقوش ديلك شيء هالشيء كانت لحتو يحتوش هالشيء ويزر بحن دلشة تلا لرشيك يلا إيش توحى ويسمير الورشة يشي إلى بيهم صلى الله عليه وسلم سو كيف برا إيشنا صلى الله عليه وسلم حيستن وإشي أصحاب سو نيوعشي كانت. После проповеди традиционно прозвучал призыв на молитву. Верующие под руководством имама Адама Шахидова выстроились в ряды и совершили намаз. Завершилось пребывание в мечети многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбиха и вирд.
Глава региона встретился в Центарое с юношами из рода Кадыровых. Они уже не первый месяц проходят курс молодого бойца и готовятся стать защитниками Родины. Здесь Даниил Мартынов отчитался перед Рамзаном Кадыровым о текущем этапе подготовки и рассказал о предстоящих сборах, в ходе которых бойцы будут улучшать свою физическую подготовку и навыки. Кадыров, в свою очередь, поинтересовался наличием необходимой экипировки у бойцов. Когда у нас сборы начнутся? 14 ноября. 14 ноября, да? Так точно, шеф. С 14 ноября на 2 недели. Там план разработан таким образом. В 6 утра подъем, первая тренировка, физическая подготовка. Кросс, подтягивание, отжимания и полностью нагрузка. После этого завтрак, сразу первая тренировка по горным лыжам. После этого обед, 30 минут отдых, вторая тренировка. После этого они приходят, быстро переодеваются. Третья тренировка – это заминка, опять бег, пресс и подтягивание, то есть все физические упражнения. После этого они приходят, переодеваются и в классно-теоретическую подготовку по личной охране и правовой подготовке. 2 тренировки дневные, до обеда, после обеда. Они на лыжах катаются, тренируются, а вечером у них правовая подготовка, теория. Последний сбор, да, мы? Да. Кто покажет себя? Мы планировали крайний сбором проводить, то есть там проводим экзамены, то есть по горнолыжной подготовке и по физической подготовке. А сюда приезжаем, и у них почти весь декабрь, 20 дней, у них прям одни экзамены будут по разным темам. Ну, кто сдает экзамен, тот все, направление дает, и все, тот не сдал экзамен, здесь остается дальше. Так что давайте трудитесь снова. Рамзан Кадыров, выступая перед курсантами, отметил, что на юношах лежит большая ответственность. Каждый должен приложить максимум усилий для достижения поставленных целей. По окончании встречи молодые бойцы сделали коллективное фото вместе с главой региона. Рамзан Кадыров сделал заявление по факту нападения на дочь Федора Емельяненко. Об этом сообщает сайт главы и правительства республики. Глава региона назвал произошедшее возмутительным фактом, который необходимо расследовать самым тщательным образом, а виновных наказать. Причем, по словам главы Чечни, наказание должно быть строгим, чувствительным и публичным. Поднявшего руку на девочку, чья бы она ни была, нельзя назвать человеком, мужчиной. Это бесполое ничтожество и настоящий шайтан, для которого нет ничего святого на свете. Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс. Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная, чья она дочь. Повторяю, виновного нужно найти любой ценой, привлечь к розыску все силы, использовать все дозволенные возможности. Мы в этом направлении тоже работаем и готовы оказать максимальное содействие. Я желаю девочке скорейшего выздоровления и психологической реабилитации после пережитого ужаса. В Грозный приехали представители Минераловодского городского округа в рамках проекта «Кавказ. Наш общий дом». В составе делегации депутаты, молодежный актив и представители различных фондов. Его цель – укрепление межэтнических отношений между народами Северного Кавказа. На протяжении 2 дней делегация будет встречаться с активистами Чеченского государственного педагогического университета. Пройдут совместные круглые столы, тренинги и дискуссии. Чеченские студенты получили приглашение на большой фестиваль «Кавказ» народов, который пройдет 17 ноября в Минводах. Он, естественно, направлен на то, чтобы создать коммуникацию между людьми разной национальности, для того, чтобы их сплотить, узнать побольше о традициях друг друга, потому что зачастую именно из-за этого возникают стереотипы, что приводит именно к межнациональной вражде и иногда даже к терроризму и экстремизму. Поэтому целью проекта является именно сплочение молодежи наших республик. Уже скоро Шалей предстанет в совершенно новом облике. В городе завершается строительство высотного комплекса и одной из красивейших мечетей в республике. Известно, что она войдет в 20-ку крупнейших святынь в мире. Сдача объектов повысит не только деловой имидж города, но и создаст новые рабочие места. На каком этапе строительной работы узнавала Тинатин Музашвили.
Масштабы строительства поражают своей грандиозностью. Величественные стены, уникальная архитектура и дизайн. Минареты этой мечети возвышаются на более чем 60 метров. Строительство белоснежной мечети имени Рамзана Кадырова, которая станет одной из крупнейших в мире, приближается к завершению. Входные арки, минареты, основной и малые купола украсят стеклопластиковой ламелью. Как вы видите, некоторые детали кровли уже изготовлены. Ну а стены мечети отделают греческим белым мрамором. Во дворе мечети будет разбита парковая зона, фонтаны, скамейки и детские площадки. Примечательно и то, что комнаты для омовения оборудуют эксклюзивной сантехникой. Эта индивидуальная сантехника будет принята, она у нас в республике по сегодняшнее время не принималась. Применяемые материалы, очень высокотехнологичные материалы. Все поставляется в соответствии графика, в соответствии проекта. Неукоснительно соблюдаются все нормы и пожарной безопасности, и техника безопасности. Близятся к завершению работы над комплексом Шали-Сити, состоящего из 7 высоток. Уже проведены инженерные и электрокоммуникации. Планируется до наступления холодов закончить внешнюю отделку. Первоочередная задача – контуры закрытые, что вытяжешь. И закрытый чан, шубелаш. Уже ая любую погоду боишь уж было. Хинза купол закрытый, чтобы ешься до вода чудешься. Ежедневно над возведением комплекса высоток и мечети трудятся около 200 человек. Шали станет еще одним городом небоскребов в регионе, привлекая в нашу республику все больше туристов. Динатин Музашвили, Мака Татаева, Мансур Саев, Дани Хавхаров. Новости. Во врачебно-физкультурном диспансере Грозного приняли специалистов по спортивной медицине со всей страны. Для них организовали экскурсию по медучреждению и продемонстрировали работу новейшего оборудования. Современные методы реабилитации, которые применяют в диспансере, позволяют в кратчайшие сроки поставить пациентов на ноги. Квалифицированную помощь здесь оказывают не только спортсменам, но и всем обратившимся. Высокий уровень подготовки специалистов врачебно-физкультурного диспансера отметили и гости. Я очень под большим таким впечатлением нахожусь. Здесь созданы все условия для того, чтобы спортсмены республики могли пройти и диспансерный осмотр, и углубленный осмотр. И очень, конечно, большое внимание уделяется вопросам медицинской реабилитации. Есть возможности и перед соревнованиями пройти восстановительное лечение, и после соревновательного периода. Мы с удовольствием выезжаем в территории и приглашаем в свою республику, в Республику Татарстан. У нас тоже есть что показать. Сразу после гости встретились с исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Чеченской Республики Хасмагомедом Хизриевым. В своей беседе собравшиеся отметили, что за последний период в республике все чаще проводятся спортивные состязания различных масштабов, а также значительно повысился уровень их организации. В ходе встречи также отметили необходимость совместной работы по выявлению недочетов в проведении спортивных состязаний. Спорт, который развивается в республике, это, можно сказать, приоритетное направление главы Чеченской Республики, так как он сам является, можно сказать, не является спортсменом, но он занимается спортом, увлекается спортом, не одним спортом, разными видами. Поэтому и в республике основное внимание уделяется на безопасность и на развитие республики, так же самое и на развитие спорта. В связи с этим у нас много чего построено, много чего восстановлено, и проводимые мероприятия последние года, это всей стране и всему миру видно, как у нас проводится мероприятия всероссийского значения, европейского, мирового. Новая команда волонтеров будет помогать пожилым людям. Она относится к Республиканскому добровольческому центру ВИТА, который функционирует уже 3-й год. В нем работает группа активистов по 39 направлениям. В новый состав вошли студенты медицинского профиля для оказания качественной помощи нуждающимся. Подробности у нашего корреспондента.
Творческий коллектив, который устраивает спектакли детям, команда помощи в охране окружающей среды – это далеко не все объединения, входящие в Республиканский добровольческий центр «Вита». С недавних пор здесь собрали еще одну группу под названием «Медики-волонтеры», куда вошли студенты медицинских учебных заведений. Ребята будут посещать ветеранов, инвалидов и пожилых людей, а также проводить профилактическую работу с молодежью. У нас возникла такая идея создать региональное движение волонтеры-медики, которые будут работать непосредственно с инвалидами, непосредственно с ветеранами и пожилыми людьми. В их обязанности входит оказание разного рода медицинской помощи и проведение различных мероприятий, связанных с профилактикой и красной датой медицинского направления. И они будут, они тесно и работают в донорском направлении, привлекают доноров активно и сами являются донорами. Сегодня активисты добровольческого движения «Медики-волонтеры» посетили ветерана Великой Отечественной войны Анну Богаткину. Бабушка нарядилась к приезду гостей и рассказала молодым людям истории из своей жизни. Я никуда не поеду. Кадырова, я говорю, единственная к вам просьба. Если я умру, похороните меня на Консервном, рядом с мужем, он тоже учат. Он говорит, ты еще до 100 лет будешь жить, не надо, не надо. Молодые люди выслушали бабушку, поинтересовались ее здоровьем и измерили давление. В группе медиков-волонтеров 30 человек, но в ближайшее время ребята планируют привлечь в свою команду и других студентов медицинских учреждений. Я уже 4 года учусь в медицинском колледже, и они мне прибили, так скажем, ответственность, такие знания для уважения к старшим. Поэтому я сам направил себя как медик-волонтер. Сам хотел реализовать себя в таком направлении. Мы решили, что помимо студенческой нашей жизни, помимо наших уроков и практик, мы также должны помогать людям. Это интересно, это польза и для нас, и также для старших людей. Поэтому у нас различные акции, включая донорское движение. И также сегодня мы решили навестить ветерана войны, оказать помощь, потому что они нуждаются в нашей поддержке. В завершении визита активисты движения «Медики-волонтеры» навели порядок в доме ветерана, помогли настроить отопление и оставили свои контакты, чтобы при любой необходимости бабушка могла позвать их на помощь. Из Наур Заурбеков, Мансур Сааев и Зелимхан Закаев. Новости. От механиков до начальников найти работу теперь можно, не выходя из дома. На сайте «Работа в России» каждый соискатель найдет вакансию по душе. В нем собрана и полная информация о работодателях. Портал является государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости. Общероссийскую базу вакансий изучила Марха Ахмадова. 6000 специалистов. Ровно столько студентов выпускают чеченские вузы каждый год. Правда, далеко не у каждого получается сразу устроиться на работу. Магомеду Челаеву повезло. Подходящую вакансию ему предложили в Центре занятости населения. Он интересуется по поводу вашей вакансии электрик участка. Вот я бы хотел узнать, эта вакансия еще доступна? Да, если доступно, я бы направил этого человека по направлению к вам на собеседование. Процесс трудоустройства Магомеда ускорился за счет сайта «Работа в России». Здесь размещена подробная информация обо всех вакантных должностях в любом регионе. После учебы я пришел в Центр занятости, и мне показали вакансии по городу, по республике и за пределами республики. И я нашел одну работу в Грозном. Меня туда направили, и мы должны сейчас туда поехать на собеседование. Если Магомед уже решил свою проблему о трудоустройстве, то в республике все еще актуален вопрос безработицы. Портал «Работа в России» уже как больше года помогает в решении этого вопроса. Только по Чечне сайт помог устроиться на работу тысячам. Необходимо всего лишь оставить свое резюме для потенциального работодателя. На сегодняшний день, по нашим данным, на сайте, на портале «Работа России» 2569 рабочих мест. Это на 726 вакансий. На сегодняшний день самая востребованная профессия – это медицинские профессии и образование. Также Центр занятости населения ежедневно размещает имеющиеся у них вакансии на сайте. Насчет достоверности данных о вакантной должности соискатель может не переживать. Марха Ахмадова, Асухар Цухаев. Новости.
Танцы народов мира на чеченской сцене. Уже завтра в Грозном откроется 8-й международный фестиваль парного танца имени Махмуда Эсэмбаева. Торжественное мероприятие пройдет во Дворце танца в Войнах. В столицу съедутся лучшие солисты из разных уголков мира. На этот раз приедут артисты даже из Испании и Франции. Подробности предстоящего события в материале Ларисы Джабраиловой. В преддверии фестиваля репетиции длятся практически весь день. Для ансамбля, известного во всем мире, выступить в конкурсной программе на отлично дело чести. 6 солистов Войнаха поборются за звание лучших танцоров в 2 номинациях – сольный и групповой танец. Мы, значит, и днем, и ночью работаем, максимально выкладываемся, потому что у нас двойная нагрузка. Мы должны выступить и как коллектив, кавалер ордена Чеченский государственный ансамбль танца в Войнах. И еще наши ребята должны принимать участие в конкурсной программе. Я думаю, что все будет нормально, и мы достойно можем, как и в предыдущие годы, провести вот этот фестиваль именно международного масштаба. В этом году для участия в 8-м международном фестивале конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсэмбаева в столицу Чечни приедут более сотни артистов со всего мира. Приехать в нашу республику для многих из них – давняя мечта. Ожидания по предстоящему мероприятию у меня самые наилучшие. Во-первых, от того, насколько организаторы трепетно к нам, к участникам, отнеслись, насколько держат они руку на пульс. Все вопросы нас интересующие улаживаются буквально за короткое время. Поэтому я думаю, что пройдет все так же на высшем уровне, как и организация. Танец Махмуда Эсэмбаева для многих артистов – символ совершенства. Принять участие в конкурсе его имени и тем более победить в нем – значимая веха в карьере любого танцора. Участница из Татарстана планировала приехать в Грозный еще 2 года назад, однако осуществить задуманное удастся только в этом году. К конкурсу подготовлен специальный номер. Для нас этот конкурс особенный. Будучи студентом хореографических училищ, нам неоднократно рассказывали о творчестве Махмуда Эсэмбаева. И когда появился конкурс в честь его имени, мы для себя поставили цель, что нам непременно нужно участвовать в конкурсе, показать свое творчество и перенять опыт других участников. С 3 лет Залина Амаева выступала в составе ансамбля. Для нее предстоящий конкурс станет своего рода боевым крещением. Впервые за свою танцевальную карьеру Залина выйдет на большую сцену одна. В 4 часа прихожу на репетицию. Мы начинаем репетировать 2 танца. Танец Аминат и следующий танец на пуантах Лай-Эзни. Мой коллектив носит имя Махмуда Эсэмбаева, и я надеюсь, что смогу достойно выступить и показать себя. Конкурс-фестиваль пройдет во Дворце танца в Войнах. Здесь уже установлены необходимые декорации. По словам исполняющего обязанности министра культуры Чеченской Республики, проведение подобных мероприятий напрямую связано с развитием хореографии в регионе. Благодаря той политике, которая во главе с Рамзаном Ахматовичем Давдухвахвали проводится в Чеченской Республике, география участников этого конкурса с каждым годом все больше расширяется. Хочу отметить, что в этом году уже у нас заявлено, кроме Чеченской Республики, 28 регионов Российской Федерации и без учета Российской Федерации еще 5 стран. Это более 150 человек. Во всех номинациях заявки в большом количестве есть. Я хочу отметить, что с каждым годом подготовка наших солистов, наших ансамблей, она все переходит на более высокий уровень. Уже завтра участники конкурса начнут прибывать в чеченскую столицу. Впервые среди них и артисты из Испании и Франции. Фестиваль проводится в 8-й раз и за все эти годы успел заслужить статус одного из самых престижных событий в танцевальном искусстве. Праздник танца продлится до 18 октября. Лариса Джабраилова, Муслим Типаев, Мансур Саев и Дани Хавхаров. Новости. Чеченская Республика приобщилась к всероссийской акции «День в музее» для российских кадет. Она проходит в этом году в 45 регионах страны и охватывает около 400 музеев. Экскурс в историю устроили и для кадетов Суворовского училища. Будущие защитники Родины познакомились с видеоматериалами о Великой Отечественной войне и подвигах дикой дивизии. Они смогли пообщаться с представителями власти и духовенства. Также на встречу кадетам пришел и потомок участников Кавказской конной туземной дивизии и писатель Олег Джургаев. Он рассказал молодым людям истории и легенды о подвигах знаменитых предков. Датой проведения акции стал день рождения выдающегося русского
русского художника Василия Верещагина она получила статус всероссийского ежегодного проекта. Это приобщение к культуре, к истории будущих защитников Отечества. И сегодня на нашем мероприятии мы охватили период небольшой, скажем так, с точки зрения истории, но важные два периода, то есть Первую мировую войну и Кавказскую туземную конную дивизию, и Великую Отечественную войну, то есть участие в них наших земляков. 12 молодых пар в республике связали себя узами брака. Масштабные торжества состоялись в Урус-Мартановском районе. Затраты на проведение свадеб для малообеспеченных семей взял на себя региональный общественный фонд. Поздравила молодоженов и моя коллега. Белоснежные платья, трогательные нашиды и праздничная атрибутика. Сразу 12 молодых пар в Урус-Мартановском районе связали себя узами брака. Расходами по проведению торжества занялся региональный общественный фонд имени первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Важное событие в своей жизни молодые приурочили к переизбранию Рамзана Кадырова главой региона. Юху, вайтаган хилбош болш хок гулбия, одок хилбош болш туйняха, вайбатца буйхаид, вайбатца дек алвард юхша, вошахя дуквай. Цувез хилбош Аллах дал, шиқаман бусулбнаган холят таош болш, бусулбнаган беркте войлкис, дукуай вах войлкис. К месту празднования виновницы торжества прибывают одна за другой. Помимо современного транспорта, здесь можно увидеть и традиционную упряжку. Ну а в зале торжеств своих невест с нетерпением ждут многочисленные родственники. Поздравляют виновников торжества представители местной администрации и духовенства. А солисты группы «Анур» специально к этому дню подготовили нашиды. Розана Цамаева, Денис Хавхаров. Новости. Ну а теперь коротко о погоде в регионе. Многих жителей удивил резкий спад отметок на столбике термометра. Между тем, такое похолодание на территории республики, по словам метеорологов, не является аномальным. Это результат вторжения холодных арктических масс. В это время года такая погода – норма для нашей республики. Именно в середине октября наступают первые заморозки. В гидрометцентре уверяют, что беспокоиться не о чем. Снег в эти дни выпадет только в горной местности. В ближайшие 1-2 дня у нас будут наблюдаться заморозки в горных районах до -2 градусов. Также в ближайшие 3 дня будут ожидаться осадки в горных районах со снегом. Если сравнивать этот период с предыдущими годами, то самый теплый это был 2012 год по октябрь. Там средняя температура была выше нормы на 5-6 градусов. А самым холодным 2014 год. Там средняя температура была ниже нормы на 1,5-2 градуса. И в конце выпуска предупреждение от столичной мэрии. 16 октября с 9 утра до 20:00 будет приостановлена подача воды в большей части Октябрьского района. Такая мера вызвана работами по подключению нового водопровода. Мэрия Грозного приносит свои извинения за временные неудобства и рекомендует горожанам заранее запастись водой. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.